Основной финансовый документ региона направлен на улучшение качества жизни населения. Именно поэтому 26 депутатов Народного собрания внимательно слушают первое чтение проекта республиканского бюджета на предстоящую трехлетку. Заместитель министра финансов региона Багаудин Халухаев озвучил, что проект бюджета принимался в непростое экономическое время. У республики значительный объем кредиторской задолженности. Второго чтения федерального закона на 2020 год, согласно доведенным данным, объем финансовой помощи республики из федерального бюджета на 2020 год увеличен на 1 миллиард 199 миллионов рублей. Это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1 миллиард 16 миллионов, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 183 миллиона. В этой связи нами подготовлены поправки к проекту о республиканском бюджете, предусматривающие учет и распределение дополнительных источников. Как и в предыдущие годы, в бюджете региона лидирующие позиции занимают расходы, имеющие социальную значимость. В числе важных – здравоохранение. Это предоставление жизненно необходимых лекарств льготной категории населения. В образовании – повышение качества дошкольного и общего звена обучения. Также значительная часть расходов бюджета направлена на предоставление мер социальной поддержки населению, включая субвенции и субсидии. Расходы республиканского бюджета на 2020 год сложились в сумме 26 миллиардов 970 миллионов рублей. Значительная часть расходов бюджета приходится на такие разделы функциональной классификации расходов, как национальная экономика 3 миллиарда 229 миллионов, образование 9 миллиардов 303 миллиона, здравоохранение 1 миллиард 685 миллионов и социальная политика 8 миллиардов 586 миллионов рублей. В процентном соотношении из общего объема расходов расходы на исполнение полномочий республики составляют 59,5%. А в абсолютном выражении 16 миллиардов 51 миллион рублей. Далее Багаудин Халухаев рассказал об основных показателях собственных доходах региона. Традиционно основными его источниками являются НДФЛ 45,6% и не только. Организация 17,9%, налог на прибыль 9,2%, акцизы 13,7%. Это как бы основные налоги, которые поступают в бюджет. Неналоговые доходы. Объем неналоговых доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется с учетом предложений главных администраторов доходов в размере 290 миллионов рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 22 миллиона. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 35 миллионов. Штрафные санкции 216 миллионов рублей. Бюджет Ингушетии дефицитно. На многие нужды не хватило финансирования. К примеру, не прописано бесплатное питание в школах для учащихся с 1 по 4 классы. Депутаты Народного собрания выступили с поправкой внести такой пункт в бюджет региона. Бесплатное питание в школах республики несколько лет назад приостановили ввиду отсутствия средств. Сейчас многие родители сами оплачивают обеды детям. Федеральное законодательство, которое предусматривает горячее питание в 1-4 классах, мы в комитете по образованию этот вопрос неоднократно поднимали. На нулевых чтениях, на публичных слушаниях присутствовал министр образования. Она тоже этот вопрос подняла. Ко второму чтению мы в любом случае постараемся этот вопрос решить. Помимо прочего, депутаты отметили, что постараются предусмотреть финансирование из федерального бюджета на приобретение школьной литературы. После окончания выступления собравшиеся в зале смогли задать свои вопросы докладчику. Вы сказали, что это какие-то дополнительные средства для образования. Скажите, пожалуйста, что изменится в образовании? Я до этого в докладе указывал, что у нас в проекте бюджета не в полном объеме предусмотрены расходы на обеспечение дошкольного и общего образования. Поэтому мы предлагаем тот объем, с дополнительного объема распределить их на общее образование и на ФОМС. Вот на эти две статьи, где у нас в проекте не было в полном объеме предусмотрены расходы. Если ничего не изменится, мы просто предусмотрим в полном объеме расходы на содержание. Во втором чтении бюджета председатель Народного собрания распорядился представить на обсуждение уже готовый с внесенными поправками доклад. Лена Цычоева, Асхаб Белакиев. Новости 24.